Добрый вечер, дорогие друзья! Виджа Оланет! Мы начинаем отчетный концерт в Гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Мы ждали встречи с вами целый год, и вот, наконец, она состоялась. Мы дарим и посвящаем этот праздник музыке и танца, поэзии и живописи, славному 100-летнему юбилею нашей республики. Щедрая, лесная, бурлящих рек крутые берега, таежная от края и до края, земля родная, сердцу дорога. Брусничный дух, черемухи дыхание, лилового багульника настой, не дышим мы, а пьем благоуханье моей земли суровой и лесной. Край, в котором мы живем, занесенный снегом дом, а над домом
Ветер он, звезда она, и у них своя игра. Край, в котором мы живем, золотой июльский гром. Край куницы, росомахи и среди этой красоты в белоснежнейшей рубахе мну немятые цветы. Край, в котором мы живем, дом медвежий, добрый дом. По весне разлив озер, лебедей небесный хор. От мелодий тех у нас сердце плакало не раз. Все когда-нибудь уйдем, снегом занесет наш дом, и какой-то новый мальчик, замарав в чернилах пальчик, сладко выпишет пером. Край, в котором мы живем. Лишь я вернусь в мой город северный, развеют грусть снежинки, что летят с небес. Мой город, знаю, я не первая, но говорит слова любви вот так тебе. Мой город, я вернулась, здесь я. Ну а сейчас споем мы песню о тебе. Просто человека Юрия Алексеевича Спиридонова мало кто знал. Семья, конечно, близкие друзья, но для всех остальных он мог быть только директором, партийным работником, председателем Верховного Совета, главой республики. Мог бы, да не стал. Потому что этот руководитель сидел ночами у костра с геологами, с аппетитом хлебал уху из рыбы, которую сам же наловил. Рассказывал самые невероятные байки из охотничьей рыбацкой жизни, пел свои любимые песни. Или так и сыпал анекдотами, над которыми все хохотали до упаду. Однако не только рассмешить мог Юрий Алексеевич, но и показать верность и благодарность тем, кто этого стоит. Часто он вспоминал хорошим словом своего учителя, начальника шахтного управления Ярики Павла Григорьевича Воронина. Надо, чтобы все последующие поколения не забывали таких людей. Их имена следует увековечить в книгах, фильмах, стихах, мемориальных плитах, но главное — не забывать их в своих сердцах, говорил Юрий Алексеевич. Даже в годы своей великой занятости он специально выбирал время, чтобы сходить на кладбище и навестить своих друзей-коллег. Долго стоял, о чем-то думал, что-то вспоминал, за что-то благодарил. Юрий Алексеевич любил чистоту и порядок. Для полного счастья он вовсе не нуждался в роскоши. Когда на даче в Кочпине была наконец построена деревянная баня, он практически перебрался туда жить. Там, в отдельной комнате, он создал свою роскошь. На стенах ружья, на полу медвежья шкура. В шкафчиках
причудливые камни и кристаллы различных пород. Там он создал свой, собственный мир, где проводил все свободное время и где друзей своих принимал. А как любил петь! Хорошим вокалистом он себя никогда не считал. Да разве, чтобы петь в кругу друзей или семьи, нужны какие-то особые вокальные данные. Главное тут, чтобы с душой, чтобы с сердцем чувствовать то, о чем поешь. Услышал как-то Юрий Алексеевич фразу из стихотворения: «И шла моя душа босой по битому стеклу». Согнул плечи, уставился в пол и вдруг заплакал. Что это? Почему? Какие чувства вызвали в нем эти слова? Как фортепиано. Белые клавиши — это любовь и счастье, черные — горе и печаль. Чтобы услышать настоящую музыку жизни, мы должны коснуться и тех, и этих.
по жизни в сердце радостно неси. Твори, люби и творческие муки у космоса молитвенно проси. Географическое понятие. Север – это особенная территория. Она закаляет характер. Она собирает сильных, мужественных людей. Со всех страны в республике Коми приезжают люди разных национальностей, разных взглядов, трудятся, живут рядом и становятся одной большой дружной семьей. Республика гордится каждым своим жителем, каждым городом и поселком, такими знаменитыми, как столичный Сыктывкар или шахтерская Воркута, промышленная Ухта и нефтяной Усинск. Каждый житель, каждый город, каждый поселок – это гордость Коми края.
основном состояла из первозданных лесов, тянущихся на сотни верст во всех направлениях. В то время они еще не были испоганены цивилизацией. Подобно маленьким островкам в море, затерялись в этих лесных массивах села и деревушки коми-народа. Две великие реки, Вычегда и Печора, несли через лесную страну прозрачные, как хрусталь, воды. Их бурное течение омывало красивые песчаные пляжи, крутые холмы, благоухающие пойменные луга, деревья и кусты, растущие вдоль берегов. А в глухих уголках этого зеленого царства лежали безмолвные озера, ручьи и болота. В лесах росли разнообразные кустарники и деревья. Особенно чудесны были высокие стройные сосны. На земле, покрытой красивым белым мхом ягелем, тысячи этих сосен стояли колоннами, подпирая небо. То тихие и загадочные, словно забывшиеся в тишине, то шумящие и раскачивающиеся, как бы сражающиеся с яростной вражьей силой. Многие-многие часы я провел в этих соборах живой природы. Они разжигали мое воображение, заражали своим меняющимся настроением, посвящали меня в их тайны. Лес изобиловал множеством животных, от прозаических белок, зайцев и лис до грациозных оленей и задумчивых медведей. Самые разнообразные птицы наполняли лес чарующим пением. Реки, протоки и старицы были полны рыб разных видов. Лес был бесконечным, разноцветным, пахучим океаном летом и безжизненным, сверкающий белизной в зимние солнечные дни. Я рад, что прожил детство в этой девственной стране. Даже сейчас, если бы мог выбирать, я не променял бы ее на самую цивилизованную среду обитания в самом лучшем жилом районе самого прекрасного города в мире. Я счастлив, что имел возможность жить и расти в этой природной стихии. Петерим Сорокин.
яростных атак. Все притаилось, ясно понимая. Последний шаг остался до войны. Вот первый луч, а тишина такая, что и полеты бабочек слышны. Мы выбежали на крыльцо, вдохнули свежий, карамельный запах ночи. Он был окутан праздником, предстоящими каникулами, сенокосом И ночной рыбалкой. Да, парни? Да! А еще костром! Ухой! И тучей комаров. Вот пока вы тут сидите, у меня, между прочим, кое-какая идея появилась. А куда он пошел? Он опять что-то придумал, а нам потом прийти точно. И что это? Это пара обуви наших родных. Вот это пара галош бабушки и дедушки. Это мамины босоножки. Чьи-то беленькие туфельки. Так это же мои. Я их тут в прошлом году забыла. А домой босиком, что ли, уехал? А вы только посмотрите на эти красные туфли. Моя жена в будущем такие носить будет. Правда? Я? Или Я думаю, они мне будут великоваты. ну ничего, с шерстяным носком пойдет. Ребята, я кое-что придумала. Иди сюда. Так, вот так. С научной точки зрения в этом что-то есть, но все же чего-то не хватает. О, идея! Здесь кресло. Нам почему-то захотелось подурачиться. Мы собрали огромный букет полевых цветов и решили положить по пучку в каждую обувку. О, 41 год! 21 июня 1941 года. надо будет Запомнить. Сквозь улыбку, несмотря на звезды, мы представляем, как, проснувшись утром, наши домочадцы увидят картину маслом. Незабудки в галошах. С этой улыбкой мы пошли наслаждаться своим первым деревенским сном. Но проснулись мы не от того, что пахло свежей выпечкой или же речной жареной рыбой, а от какой-то непонятной для нас суеты. Мы вбежали в избу в надежде увидеть маму. Но увидели, как в углу неистово молится бабушка. А наши родные идут куда-то. Там были наши. Дедушка! Отец! Степан! Все собранные нами с любовью цветы были небрежно разбросаны и утоплены в воду. Мы звали маму, бабушку, дедушку, но тишина. Пугающая тишина ответила нам. В рассвет течет неспешная река. Крадется сон, смежить пытаясь веки. Туманом смыло ближние стога. Остановить бы этот миг навеки. Секунды в вечность пулями летят, пока кровавит берег, свет ракеты. Еще пройдет мгновенье, и снаряд обдаст войной шестую часть планеты. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди! Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди,
Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сумевать то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло! Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня. Ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Браво! Когда над Русью дождь рыдает, и громы вешние гремят, я с болью в сердце вспоминаю тех не вернувшихся ребят. Что жизнь сложили за отчизну, за счастье Родины своей, а сами не узнали жизни и не оставили детей. Они мечтали и любили, но, обнимая матерей, на фронт бесстрашно уходили, на стражу Родины своей. Как много пало смертью храбрых, сколь многих прекратился род, но память подвигах их славных хранит священно наш народ. О, сколько нитей поколений та перерезала война! О, сколько будущих творений лишила Родину она! Май плачет вешними дождями. Глухими громами грозя, земля напомнит нам слезами о том, что забывать нельзя. Подвигу людскому нет цены, памяти навеки нет покоя. В нашем коме крае не было войны. Разве можно говорить такое? Разве можно говорить такое, что в нашем крае Не было войны.
Песня «Синий платочек» в годы Великой Отечественной войны стала главной в творчестве великой певицы Клавдии Шульженко. Ее пели и любили на всех фронтах. Она прошла с бойцами всю войну. Советские солдаты даже в атаку часто бросались с криками «За Родину! За синий платочек!», а на их оружии развивались клочки синей ткани, как знамя, как символ веры и любви. Редкой песне выпала такая долгая и славная жизнь.
Война закончилась, и пушки замолчали, и годы сгладили великую беду. И мы живем, и мы весну встречаем, встречаем День Победы, лучший день в году. От Камчатки до прославленного Бреста, от Севастополя до мурманских широт печаль и радость по стране шагают вместе, и снова память нам покоя не дает. Война закончилась, но песня опаленной над каждым домом до сих пор она кружит. И не забыли мы, что 20 миллионов ушли в бессмертие, чтобы нам с тобою жить. Война закончилась, и заживают раны. И в День Победы по восторженной стране, блестя наградами, шагают ветераны, фронтовики, герои, совесть наших лет. Рассказы слышу, есть хороший один человек.
друзья, мы с вами встретимся в этом зале через 15 минут. А во время антракта в нашем фойе состоится открытие выставки гимназистов художественного отделения. Приятного вам просмотра!